Я очень хотел учиться музыке. Я пошел в музыкальный техникум. Я играл как слухач и с треском провалился. Плюс 17 лет, а я еще нот не знаю. И вот среди комиссии встала женщина, которая улыбнулась мне. Это была Нина Александровна Шибрина. Она сказала: знаете что, если вы хотите действительно поступить, то я вас могу подготовить, но это очень трудно. Вы должны все бросить, заниматься днем и ночью только музыкой. Попал в очень хорошие руки Генриху Ильичу Литинскому и был принят на 3-й курс композиторского отделения консерватории, опять же, класс Литинского. И там его очень быстро обучили в консерватории. Получил диплом, и в 1939 году он оказался уже в Казани. Качкын, его оперой тогда открылся, и Татарский театр оперы и балета. из одноактной студенческой оперы получилась полноценная трехактная опера, которая, в общем-то, с успехом шла. Говорить о Назиб Гаязовиче Жиганове лучше, сидя за этим инструментом. Жиһанов турында сөйләү шушы инструмент янында кулайрак булыр. Чөнки ул бу инструмент артында иң яхшы көннәрен уздыргандыр. Ул күп кырлы талант иясе, тиз кабынып китүчән кеше иде. Тиз үзгәреп торучы табигать күренешләрен ярата иде. Кояшлы көнне болытлар күтәрелеп китүен күреп шатланып, мин тирә-яктагы үзгәрешләрне бик яратам дия иде. Әлбәттә, андый кеше тирә-яктагы кешеләрне гел борчучан булыр. Погода, и вдруг набежали облака, поднялся ветер, вздымает тучи листьев. Он говорит: вот здорово, вот это да, вот я люблю, когда все меняется. Вообще, всяческого рода изменения ему очень импонировали. Мы все знаем, что человек, который что-либо хочет изменить, он вокруг себя очень много тревожит, устоявшихся каких-то явлений, привычек людских. Меня он принял в консерваторию еще в раннем детстве и как-то предсказал мою судьбу и всячески помогал. Удивительно интересно были... Мин ул бик яшьләй укырга алды. Һәм минем язмышымны алдан күреп, һәр вакыт ярдәм итеп торды. Аның белән эшләү бик кызыклы иде. Җәлил 6-нчы яшь операларын бергә эшләгәндә, иҗади бәхәсләр күп булды. Ул вакытта аның белән бәхәсләшү авыр булса да, ул миңа моны һәр вакыт рөхсәт итә иде. Спорить и доказывать свое видение. Он мне этого разрешал. Консерватория у него отняла всю жизнь, по сути дела, потому что он служил ей верой и правдой в течение 43 лет. Такого долгожителя в профессии мы не найдем ни в Москве, ни в Петербурге. Вот как он консерваторию открыл? В 1945 году война не закончена. Жиганов добился, чтобы издали соответствующие документы. Кто подписал постановление о открытии консерватории, вы знаете, да? Вячеслав Михайлович Молотов. Второе лицо в государстве. Тогда было очень просто. Вот тебе деньги на инструменты, вот тебе деньги на ремонт. Открывай консерваторию. Все, что надо было для развития культуры татарского народа, он, конечно, в себе собрал и выдавал горстями. Что его ломали и не сломали. То есть он все равно остался с собой и делал то, что считал нужным. Плюс еще умудрился остаться человеком, в чей адрес, в общем-то, нельзя его обвинить, что он шел по головам. Он очень гордился тем, что у меня ни один человек не был в Союзе репрессирован.